Подразделение «Террор» сформировалось примерно в конце марта. Коли москаль лезе на вольные земли, шляхта в зброю. Позвонил товарищ и говорит, ну что, готов? Лукашенко, белорусы, дружный народ! Ребята, которые сегодня воюют в терроре, для меня семья. Жалко, что не все дожили до этого интервью. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Очень скользко. Здесь могут быть неразорванные боеприпасы, сразу предупреждаю. Беларускія добраахвотнікі ваююць ва ўкраіне з першых дзён вайны. Частка з іх была і на херсонскім напрамку, дзе мы здымалі гэтае відэа ў кастрычніку. Вот здесь парень погиб. Здесь был пулеметчик. Был ранен, вот бандаж в шею. Его еще пытались оказывать помощь. Вот именно на этой позиции бой шел около минут 20. Ребята здесь держались. Вот, но в силу того, что противника было намного больше, то уже тогда Паша Волод принял решение, что нужно отходить и уже на более подготовленные позиции, потому что здесь вы сами видите, то есть позиции так себе. Тут ребят осталось. Вот здесь был один погибший и вот здесь. Там бронежилет сгоревший, вот там гидраторы, то есть вот такие вот тут были норки. Это буквально за сутки здесь готовили позиции, вот. Ну, потому что была вероятность, но не ожидали, что таким количеством попрут. Не ожидали. После боев под Киевом наше подразделение, тогда батальон Костя-Калиновского, перебросили на Херсонское направление. То есть и вот здесь вот именно вот вблизи этих населенных пунктов, вот эти степи, посадки, мы выполняли свои первые боевые задачи, то есть на этом направлении. Вот. Как говорил Паша Волод, я в отпуск поеду после того, как освободим Херсон. Ну вот Херсон уже свободен, но Паши Волода нет, к сожалению. Вот что я здесь вспоминаю. Ну, ребят погибших, здесь погибли ребята, и то есть сейчас я так, проще говоря, то, что мы их всех нашли, ну, будем говорить так, что перед Пашей закрыл, так сказать, все вопросы, то есть, будем говорить, он очень сокрушался по поводу того, что тогда не смогли 200-х вынести, и, ну, в общем, хоть сейчас, но забрали. Наталья, маці Паўла Волата. Цяпер ваярка батальона «Террор». Я полагаю, что Паша, Павел Волод, более известен он под этим своим позывным в Украине, родился вояром. Я думаю, что он как раз принадлежит тем людям, которые являются носителями вот этого самого гена белорусской шляхты. Белорусская шляхта – это прежде всего воины. Когда начинается война, коли москаль лезе на вольные земли, у белорусского шляхтица есть только один шлях – шляхта в зброю. У 14-м году Паша служил терминовую службу. Как только он закончил свою службу, он одразу ж поехал на Украину. Коли пачалося паўнамаштабнае варванне Российской Федерации ва Украину, Паша упершыню праходзіў рэабілітацыю пасля паранення. Трэцяе параненне, якое ён атрымаў, было вельмі цяжкае. Лекары здзіўляліся, што ён змог пасля яго аднавіцца. У вісочнай долі мозга у яго застаўся аскепак, другі аскепак быў каля сэрца.
но ён не бачыў ніякой іншай сферы, у якой ён мог рабіць то, што ён умеў рабіць лепш за ўсё. Ну і калі беларускія дабравольцы пачалі фармаваць батальён, на той час батальён, беларускі добраахвотніцкі батальён на базе Азову, ну, Паша зразумеў, што яму трэба быць там, таму што большая частка хлопцаў нават да гэтага не служылі ў войску. Яны бачылі аўтамат, трымалі аўтамат у руках упершыню. І калі кацапскія твары рваліся пад Кіеў, была ж великая вероятность, что завтра, послезавтра могут пачацца гарадскія баі. І таму вось гэтых неабстрэляных хлопцаў трэба было вучыць. Ну і гэта стала рабіць Паша. Тады сфармавалася першая рота беларускага батальёну. Тады яшчэ не імя Каліноўскага, тады няма часу было пра гэта думаць на той момант. Ну і Паша проста сотнямі вучыў хлопцаў, як застацца жывымі, як знішчаць ворага. Павел Волат загінуў у баях у траўні. Пасля гэтага Наталля пакінула Беларусь, прыехала ва ўкраіну і далучылася да добраахвотнікаў. Я паехала ў Украіну, разумея, што шляху абратна для мяне не будзе. І іншага шляху, чым устаць у адзін шэраг з беларускімі добраахвотнікамі, у Украіне для мяне няма. Так, ну ось бачым. Праходзім. І як ось тут заходзьце. Да. І вось тут жыў спадар Волат. На жаль, я яго не ведаю, я пазней прыехаў сюды, і я дакладна не ведаю, у якім месцы ён аддыхаў, аднак, як сказаць, аддыхаў, ён там безвылазна знаходзіўся на нуле. Таму нават хлопцы, якія былі з ім, яны не могуць мне адпавесці, на якім дакладна месцы ён, дзе яго месца было, дзе ён там рэчы заставіў. Як бачыце, зараз тут іншае ўжо, тут хлопцы пад сябе ўжо перадзелалі, перарабілі гэта ўсё. Я вам скажу, што вось гэтае месца, яно незручнае. То есть ён такое не самае лепшае, таму што вось тут лазня знаходіцца, вось гэтая дзвер адразу. І ў гэтай лазні, калі хлопцы прыязджаюць там з баявога, напрыклад, то есть вось гэты кагал, весь ён тут праходзіць сюда, туды і сюды. І ніякага отдыха у тых хлопцаў, якія тут знаходзяцца, няма амаль што. Паша был, это не только мой единственный сын, это мой лучший друг, собственно говоря, это мой мир. У меня нет принятия того, что его нет. У меня нет принятия того, что он сейчас не воюет. Умом я понимаю, но внутри у меня постоянно сохраняется ощущение, что он в дальней разведке. Ребята, которые сегодня воюют в терроре, для меня семья. Ребята, которые сегодня воюют в терроре, для меня это братья моего Паши. И я готова делать все, что угодно. Все, что в моих силах и выше моих сил. Для того, чтобы
они могли делать то, что они делают. Радзівон Гена Батулін, сузаснавальнік батальёна «Тэрор». Ваюе на баку Украіны з 2015 года. В Украину я приехал весной 2015 года для того, чтобы присоединиться к добровольческому движению освобождения от российской агрессии, от российского оккупанта территории Украины. Это вопрос ощущения принадлежности к своей нации. Для меня осознание того, что путь освобождения Беларуси лежит через освобождение Украины от оккупации, ползучей оккупации россиян, он даже никогда не стоял. То есть я прекрасно понимаю, что если мы проиграем войну здесь, в Украине, то фактически оккупированная Беларусь превратится просто в порабощенную страну, и наша нация, нация белорусов, которая сейчас оккупирована и находится под гнетом, в плену у россиян, у Путина, она перейдет из статуса пленных в статус рабов, как это уже произошло с русской нацией. Подразделение «Террор» сформировалось примерно в конце марта. Оно зародилось изначально как усиленный взвод, перерос он в роту и в дальнейшем в батальон. И мы уже в составе батальона в конце мая переехали, передислоцировались на Херсонское направление. Мирослав Мир, вояр батальона. Я в Украине, потому что решил приехать сюда, чтобы оборонять Украину от российской агрессии. Вот. Решение это я принял уже после начала полномасштабной войны, потому что в какой-то момент просто не мог не участвовать в обороне самостоятельно. Так как я белорус, наиболее доступным способом для меня приехать поучаствовать в этой войне было присоединиться к белорусскому подразделению, тогда еще батальону имени Костуся Калиновского. И внутри этого батальона, когда я переходил в боевое подразделение, я попал более-менее случайным образом в роту, которая позднее выросла в батальон, который потом назвали именем одного из погибших бойцов террора, и который потом отделился от уже полка Калиновского и теперь существует как самостоятельное подразделение. По профессии я сетевой инженер. Я занимаюсь компьютерными сетями, а конкретнее коммуникацией через компьютерные сети, то есть Voice over IP, телефоны, Jabber, голосовая связь через комп'ютерні сеті. Так я розумію, що у вас, в принципі, була нормальна зарплата, ви нормально собі жили. Чому у вас, білоруса, так зачепила ця війна, що ви, я так розумію, все кинули і приїхали сюди допомагати українцям? Ну, с одной стороны, я должен признаться, что я был в позиции, в которой мне было проще, скажем так, сняться и куда-то поехать, потому что, с одной стороны, с эмоциональной точки зрения, меня какое-то время до этого бросила девушка, и я все еще по этому поводу переживал, наверное, переживаю. И с работой я как раз на тот момент уволился с предыдущей работы, потому что она перестала меня устраивать по содержанию, и оглядывался на предмет новой. Вот. И да, я здесь получаю меньше, чем я получал на моей последней работе денег, или мог бы зарабатывать, если бы пошел в какую-нибудь гражданскую специальность снова. Но вот я почувствовал внутренний порыв того, что я хочу помочь братьям Украине, я хочу не помочь кому-то конкретному из людей, а я считаю необходимым приложить свою руку к идее, к привношению мира. Я здесь не чтобы убивать русских, а чтобы привести к завершению этот конфликт в пользу в пользу правды, скажем так. С Юнгером я познакомился на этапе формирования нашего подразделения, тогда это еще была рота, а не батальон.
Этот парень был одним из тех, кто приехал по рекрутингу из Польши. Естественно, он был белорус. Просто прямые дороги из Беларуси легальные закрыты у нас. Хотя у нас присутствует несколько ребят, которые просто лесами перешли в свое время и примкнули к нашему подразделению. Если говорить о визуальном его образе, то довольно высокий парень, блондин, голубоглазый, с такой невероятно искренней улыбкой и очень чистыми ясными глазами, которые действительно отражают сущность его души, как оказалось позже, когда он раскрылся еще больше. Тот бой, в котором участвовал Юнгер тогда, я считаю, что в целом та ситуация, которая произошла, была из-за того, что мы не провели свою доразведку и опирались на разведку морской пехоты, с которой совместно мы выполняли эту задачу. Ими не было выявлено, в принципе, не были выявлены укрепления противника, и мы совместно зашли в огневой мешок, наши ребята и наши смежники, и попали под перекрестный огонь противника из стрелкового вооружения, также с поддержкой артиллерии с их стороны. В первые же минуты боя ребята распределились, рассредоточились, начали откатываться и давать стрелковый огневой шквал в сторону противника для успешного отхода. Однако уже были первые 300-е, и Миша, как штатный медик-стрелок в группе, выдвинулся для помощи морпеха, который был ранен. Как я уже говорил, в поддержке этого огневого мешка, огневого котла, в который мы попали, наши ребята попали, был танк противника, который очень прицельно бил, потому что было абсолютно ясно, где мы находимся в тот момент. И один из крупных осколков ранил Мишу в область шеи, и он погиб на месте. После того, как мы попали в засаду, старшим группы было принято оперативное решение об изменении задачи. Задача стояла в том, чтобы вытащить раненых, скорректировать огонь наших ПТРК по танку противника, выявить артиллерию противника для подавления контрбатарей. И в дальнейшем, естественно, с быстрым планированием, грубо говоря, на коленке необходимо было вытащить 200-х. Один из 200-х был Миша Юнгер. В тот момент, пока происходило планирование, уже произошла утечка информации, и некоторые журналисты начали оповещать весь мир о том, что вот произошла такая ситуация. Это было чревато тем, что ребята, которые выдвинулись на эвакуацию 200-х, могли попасть также в засаду и положить свои жизни. Тело Юнгера мы достали, и оно было предано земле в Виннице на Аллее Славы. Почему в Виннице? Потому что там его ждала его невеста, которая с нами до сих пор на связи. Вы, кстати, можете поддержать ее, найдя на наших ресурсах реквизиты счетов, через которые средства пойдут на установку памятника герою. Александр, батальён «Тэрор», удзельнічаў у рэвалюцыі годнасці. Упершыню пайшоў на фронт у 2014-м. Вярнуўся ў войска пасля 24 лютага. Просыпаюсь от взрывов, выхожу на кухню, наблюдаю, как с соседних парадных выбегают люди, садятся в машины и куда-то едут. Никаких новостей в новостной ленте нету, не появляется, ты не знаешь, что происходит, но уже понимаешь, что это война, потому что все знали, что она начнется, и ты понимаешь, это война. Позвонил товарищ и говорит, ну что, готов? Я говорю, ну да, готов. Единственная мысль была, берц нету. Единственная мысль, которая посетила. А так, да, был готов. Мы просто погрузились и уехали в Николаев воевать. Как все и должно было быть.
как все и ожидалось, в принципе, для чего я сюда и пришел. Здесь как бы и стало все зарождение, и как бы мы тут становились на ноги. Все притирались друг к другу, ездили на боевые вместе, общались много, именно своим коллективом. И так он набивался, и остались именно те люди, которые здесь должны быть. Мы занимались, тренировались, ездили на боевые. Боевые показали всем, кто он кто. И также показали и побратимам, кто есть кто. То есть открыли всем людей. Жалко, что не все дожили до этого интервью. Очень печально за парней. Но зато мы стали очень крепким и дружным коллективом, который и дальше, я надеюсь, будет сражаться на полях Украины. Валянцін Кінг. Украінец, але шмат гадоў пражыў у Беларусі. Праз рэпрэсіі быў вымушаны пакінуць Беларусь і з'ехаў у Еўропу. Пасля пачатку паўнавартаснага ўварвання пайшоў служыць. Цяпер ваяр тэрору. Я був один з тих, хто не вірив в те, що вона буде. Ну, так було. Але коли вона почалась, для мене іншого рішення не було, окрім того, щоб прийняти участь в боротьбі за свободу України, а так само, коли переможемо Росію, ми звільнимо Білорусь. Бо там є наші друзі в тюрмах, які сидять незаконно. Я знаю, що ці хлопці, які зараз на службі, яких можуть призвати до мобілізації, вони не хотіли б, мабуть, ну я так надіюсь, я так думаю, що не хотіли б цієї війни. Але є, я розумію, є примусові дії, які можуть ну, просто заставити їх піти у випадку, коли це станеться, просто можуть заставити піти зі зброєю на Україну. Ну, то я неодноразово казав вже, є можливість здатися в полон не з позором, а навпаки, це достойний крок буде, бо вся цивілізована частина всієї землі розуміють, що це справедлива боротьба України проти пригнічення з довічного часу, пригнічення Росією, імперією. Таким чином, або якимсь не вступайте, не попадайте у Збройні сили Білорусі, або коли вже прийдеться, складуйте зброю, здавайтеся підрозділом. І Україна виконує міжнародні обов'язки по полоненим. І я думаю, я міркую, я надіюсь, я, мабуть, навіть впевнений, що таким чином ви позбігнете смерті на цій землі і сохраните своє достоинство. Я скажу нашим братському народу в Білорусі велике спасибо, що вони з нами, що вони за нас. Ми завжди будемо з ними і завжди будемо дружити і дружити. Лукашенко, геть! Білоруси – дружний народ!